площадка начинает работу сейчас. Работаем ровно до часа. За 10 минут до окончания времени я вас предупрежу, чтобы все аккуратненько, дружненько встали и пошли в столовую. Хорошо? За 10 минут. Все? Спасибо. Да. Ну что, здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень приятно вас всех видеть. Поздравляю вас с новым учебным годом. И в наше сегодняшнее время очень быстро проходят изменения в информационной среде. И что педагог должен приложить очень много усилий, да, чтобы идти в ногу со временем. И сегодня мы собрались на этой площадке, чтобы поделиться опытом, поговорить на эту тему. Надеюсь, что совместная работа наша с вами будет плодотворной и поможет в формировании ряда важнейших информационных умений. Ну что, слово я предоставлю Быстровой Виктории Александровне, начальнику отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Уважаемые коллеги, добрый день. Я хотела бы сказать, что у нас образовательные организации, наши педагоги и директора, они на данный момент обладают колоссальным пластом знаний и умений, потому что те мероприятия, которые проводятся в рамках, ранее мы говорили информатизации, теперь мы говорим цифровизации, да, то есть на новый, да, немножко уровень мы переходим, они у нас, эти мероприятия, реализуются достаточно долго. Самые такие ключевые, наверное, начались в 2004 году, да, когда начались масштабные поставки. В основном ориентация была на развитие инфраструктуры образовательных организаций, то есть насыщение шло оборудованием в разных образовательных организациях. Больше упор делали на компьютеры, кто-то решал вопрос, один ученик, один компьютер, да, один ноутбук. Какие-то субъекты нашей страны, например, там, Татарстан, да, каждому учителю дарили ноутбук. То есть везде по-разному это складывалось. Республика Коми тоже, безусловно, участвовала в этом проекте. И в дальнейшем вся наша страна, она потихонечку стала переходить от направления инфраструктурного решения более к направлению, когда хочется, имея такой огромный объем информации, оборудования, перейти к оптимизации процессов образования, оптимизации процессов управления. И здесь я слово оптимизация говорю в самом оптимистичном смысле этого слова. Не то, как мы обычно понимаем, оптимизация сокращения, уменьшения и всего прочего. Наоборот, нет, а именно повышение эффективности. Вот я сейчас об этом хотела бы сказать. Мы в Республике Коми тоже достаточно много всего сделали. Я не хочу об этом говорить, уже много мы говорили ранее на разных мероприятиях республиканского уровня, но те мероприятия и заделы, которые были реализованы буквально за несколько лет, вот до, наверное, 2021, 2020, 2022 лет, они позволили нам сейчас уверенно смотреть в будущее и спокойно воспринимать те инициативы, те федеральные посылы, которые сейчас идут со стороны уже, наверное, правительства Российской Федерации, со стороны поручений президента, да, Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я сознательно понимаю, что у нас сегодня очень ограниченное время, несколько сузила тему, да, то есть можно было бы сейчас, безусловно, я могу даже по слайдам пройтись, не зачитывая, что на них написано, но комментируя, да, своими, наверное, понятными для вас словами, то, что вот вся страна достаточно долгое время готовилась, и вот сейчас мы выходим на тот уровень, когда со стороны Российской Федерации и каждый субъект, и каждый муниципалитет, и каждая образовательная организация, мы все подключаемся к такому процессу. Как я уже сказала, мы переходим от термина информатизация, мы давно уже перешли к термину цифровизация. И говорим о том, что у нас все процессы, бизнес-процессы, управленческие, внутренние какие-то, они должны быть настолько не сколько цифровизованные, сколько удобные и современные для каждого человека, для каждого гражданина,
что мы сейчас работаем все вместе как одна большая команда. Мы должны суметь сделать так, что те задачи, которые стоят перед каждым человеком, этот человек имел возможность эти задачи решать буквально через несколько щелчков, да, через несколько так называемых кликов. Он должен позволить себе личные и профессиональные задачи решать так, чтобы у него не возникло необходимости тратить излишние ресурсы, человеческие, педагогические, материальные и так далее, на то, что, казалось бы, сейчас мы воспринимаем абсолютно легко и имеем возможность использовать в своей работе. Вот об этом как раз идет эта речь. Мы говорим о национальных целях Российской Федерации, и, безусловно, одной из таких целей является и цифровизация. В части именно образования, отрасли образования, мы говорим о том, что каждому человеку, вне зависимости от возраста, мы даем возможность самореализации, поиска себя, нахождения себя, развития своих возможностей, потенциала, талантов. И это на самом деле очень важно для всех, а для отрасли образования в нашем случае, когда мы говорим о детях, это особенно важно. Да? Вовремя найти или помочь найти себя и пойти туда, куда он действительно сможет, туда, где он может раскрыться, стать полноценным гражданином нашей страны. Ну и цифровая трансформация, безусловно, если переходить даже вот сразу к следующим слайдам, мы, понимая те посылы, которые нам дают на федеральном уровне, уже сейчас в очередной раз запускаем предложение на цифровую трансформацию отрасли образования в Республике Коми, да, то есть у нас же блок, он включается в ту программу, в те предложения, которые сейчас на уровне республики разрабатываются. Наши предложения уже сформированы, мы уже получили одобрение и предложения для, может быть, несколького видоизменений, приведения в соответствие и от Минпросвещения России, и от Министерства науки Российской Федерации. Эти предложения полностью все учтены и доработаны, и уже предложения сформированы заново, и вот сейчас вот на уровне республики, я так понимаю, уже в ближайшее время, в сентябре, комплексный документ с учетом наших посылов именно в отрасли образования, он будет сформирован и выходить уже на уровень утверждения. То есть, безусловно, эти моменты, они очень важны. Что касается цифровой зрелости, да, то есть одно из таких ключевых направлений, когда мы говорим о том, что каждый гражданин, вне зависимости от возраста, он живет в нашей, да, среде, он живет в обычной жизни, он живет в неком пуле различных сервисов, и он понимает, да, как с ними работать, что от него требуется и что он может себе позволить, какие у него есть возможности для того, чтобы самореализоваться. Безусловно, это и я не буду перечислять то, что сейчас на слайде, наверное, хорошо видно. Может быть, свет выключить нужно, да, чтобы поярче было. Да? То есть вы видите, достаточно у нас высокие цифры. Эти цифры касаются, безусловно, исключительно отрасли образования и говорят о том, что именно в части образовательного процесса 100% практически везде, увидите, да, обучающихся, они участвуют в том, что по каждому из них мы понимаем всю ситуацию, в отношении каждого может быть сформирована индивидуальная траектория развития, у каждого есть цифровое портфолио, которое позволяет ему выходить на уровень не только своего учреждения, муниципалитета, района и нашей страны. И мы говорим о том, что вот эта цифровая зрелость в отношении не только детей, но и наших педагогов, сотрудников образовательных организаций, она выходит на тот уровень, когда минимум времени трудового уходит. Это, наверное, такая задача многострадальная, да, для образовательных организаций, на формирование различных отчетов, на формирование, на проверку знаний обучающихся. Никто не отменяет, конечно, безусловно, отдельные моменты, но, тем не менее, основной блок сейчас реализации идет на то, чтобы минимизировать то время, которое педагоги тратят на подготовку различных документов. Сейчас пока иногда, чаще всего, в ручном режиме, да, вот об этом идет речь. И, безусловно, 100% педагогов, они имеют какими компетенциями, начинают обладать. Так. Я вот здесь специально записала, сейчас вернусь я, наверное, к тому слайду.
Почему мы выходим на эти цифры и почему возникает необходимость к этим цифрам идти? В первую очередь это связано с тем, что в настоящее время в отрасли образования, я не говорю за всю страну, говорю исключительно про Республику Коми, у нас до сих пор сохраняется дисбаланс между городскими и сельскими школами. Несмотря на то, что Наталья Владимировна сегодня говорила, что у нас практически все образовательные организации, они как будто бы оснащены, у нас педагоги обучаются, тем не менее разница, она уменьшается, но она до сих пор есть в том, каким образом это все используется. Поэтому доступность сервисов, доступность контента, доступность различных контрольно-измерительных материалов, все это говорит о том, что если сейчас есть еще какая-то разница между сельской и городской школой, то технологически в ближайшее время такой разницы быть просто не должно. Мы говорим о том, что была проблема в развитии телекоммуникационной инфраструктуры объектов образования. Наталья Владимировна тоже уже говорила, что у нас как будто бы есть серьезный прорыв по подключению объектов образования к не менее как 50 мегабитному в секунду, да, доступ к сети интернет. Да, действительно это есть, но есть внутри и проблемы, и она тоже об этом говорила. Ведь не все образовательные организации, имея точку входа 50 мегабит, эти 50 мегабит разнесли на все здание. Да? Очень большая проблема, и она особенно актуальна для сельских населенных пунктов, для сельских школ. Далее у нас до сих пор на уровне страны присутствует такая проблема разрозненности цифрового образовательного контента. Очень много контента сейчас собрано на различных платформах. Вот и Наталья Владимировна сегодня, да, будет об этом говорить, да, о том, что стало легче, да, и стало эффективнее в этом плане работать. Но, тем не менее, на уровне федерации ставится задача формирования так называемой подсистемы, да, ГИС «Моя школа», цифровой образовательный контент, доступ к которому будет обеспечен для всех без исключения образовательных организаций. Ну и еще две такие ключевые проблемы, которые в настоящее время есть. На уровне управления, на уровне органов исполнительной власти, регионального, федерального, муниципального уровней давным-давно решены вопросы взаимодействия в части обратной связи. Да? То есть мы прекрасно в рамках единой системы документооборота, защищенной корпоративной электронной почты и так далее, мы все работаем, настроена система, даже несколько систем видеоконференц-связи и так далее. Все это достаточно эффективно работает. Но согласитесь, как этого иногда не хватает в образовательных организациях. И те системы, которые планируется запустить на федеральном уровне, они, безусловно, позволят такую обратную связь наладить, и эффективность должна в разы, конечно, вырасти. Ну и плюс в настоящее время очень много на федеральном и на региональном, и муниципальном уровнях много информации о доступности обучения, образовательных программ, в том числе дополнительных общеобразовательных программ. Но зачастую это находится на разных платформах, и несмотря на то, что у нас есть уже достаточно много времени такая система, как ПФДО, да, вы знаете, тем не менее родители, они до сих пор путаются и не всегда владеют информацией, где лучше, где эффективнее получить информацию о той или иной программе. Поэтому такая задача на федеральном уровне стоит, именно оптимизации поиска и создания некого консолидированного ресурса, где действительно педагог, родитель, обучающийся, он может такую информацию найти. Решается это посредством реализации федеральных проектов. Мы органично, Республика Коми, вписываемся в эти федеральные проекты. Одним из таких является библиотека цифрового образовательного контента, который как раз и позволяет получить доступ, встраивать учебный процесс. И в этот же блок, безусловно, входят и контрольно-измерительные материалы, которые помогут педагогам автоматизировать систему контроля, да, знаний обучающихся.
Таким же проектом является на федеральном уровне цифровое портфолио обучающееся, то есть единая унифицированная форма такого портфолио. И, безусловно, если у обучающихся такой ресурс появляется, он прекрасно понимает свой потенциал и что он может себе позволить в рамках этого портфолио. Это очень важно. Цифровой помощник учителя. Вот Наталья Владимировна сегодня говорила, да, школа Минпросвещения. Это важный ресурс и ориентирован и на педагогов, и в первую очередь на управленцев. А вот цифровой помощник учителя, который поможет органично все встраивать в учебный процесс, это федеральный проект, который мы тоже в своих региональных предложениях учли. И цифровой помощник родителя. Это тот сервис, который поможет родителю как в рамках основного, да, образования, так и в рамках дополнительных общеобразовательных программ, как в рамках воспитательного процесса. Он поможет ему помочь своему ребенку. Вот так я бы сказала. Следующие у нас идут федеральные проекты. Это система управления в образовательной организации. Предполагается, ну вы все знаете ресурсы Google, да, совместная работа над документами и так далее. То есть в рамках ФГИС «Моя школа», безусловно, этот проект будет реализовываться. Я так понимаю, что уже процесс идет. И мы в свои предложения региональные включили еще те проекты, которые реализует Министерство науки Российской Федерации. Это тоже для наших выпускников очень важно. Это проект федеральный «Поступление в ВУЗ». Да, то есть это равные возможности для всех обучающихся, для всех выпускников для поступления в федеральные вузы. И также это речь идет о программах дополнительного профессионального образования. То есть вот этот момент тоже учтен в этом проекте. Ну и еще последним федеральным проектом, в котором мы продолжаем принимать участие, это цифровая образовательная среда, в рамках которой сейчас значительно улучшается инфраструктура образовательных организаций. И второе, это некоторые мероприятия цифровой трансформации государственной программы или федерального, да, проекта «Цифровая экономика». Это речь идет о том проекте, когда мы расширяем каналы доступа образовательных организаций к сети интернет. Этот проект у нас продолжается и завершается. И вот буквально на днях мы получили очередной перечень объектов образования от государственного подрядчика Ростелекома, которые будут работать там, порядка 30 объектов среднего профессионального образования. Будут строить единую сеть передачи данных уже на этих объектах. Единственное, что вот хотелось бы здесь отметить, вот Наталья Владимировна говорила, что к 2024 году у нас все образовательные организации, и в том числе сельские школы, они получат цифровое оборудование, современное оборудование, презентационное и так далее. Дело в том, что в этом году были отменены итоги конкурса федерального на получение субсидий на получение этого оборудования. Республика Коми заново приняла участие уже в новом конкурсе, поэтому распределение на 23-24 год оно изменилось. И буквально на следующий год у нас пойдет порядка 40 объектов образования, мы будем назначать. Еще у нас идут объекты на 24 год, но не все 100% объектов у нас, к сожалению, будут включаться. В настоящее время предварительно принято такое решение о том, чтобы в первую очередь были учтены средние общеобразовательные, основные общеобразовательные организации. Пока мы ждем объявления новых конкурсов и будем заявлять наши начальные школы детские сады. Да, то есть вот такой вот нюанс очень важно учитывать, чтобы мы, безусловно, об этом проинформировали официально, да, те объекты, которые у нас изначально были включены в приказ. Но, тем не менее, если что-то ранее планировалось в 2023-2024 годах за счет этого оборудования, придется немножко подождать. Да? И мы верим, что финансирование федерального у нас еще поступит, и мы дооснастим все те объекты, которые, к сожалению, у нас пока остались как будто за бортом. Итак,
цифровая образовательная среда, как я уже говорила, он больше такой инфраструктурный проект, и он готовил нас для того, чтобы мы могли очень органично вписаться в те государственные информационные ресурсы, системы, которые сейчас реализуются на федеральном уровне. Мы в прошлом году не являлись пилотом на уровне страны по апробации ГИС «Моя школа». Всего 15 субъектов были участниками этого эксперимента. Но, наверное, это хорошо, да, потому что мы в это время активно занимались подготовкой инфраструктуры, подготовкой, да, совершенствованием компетенций. И вот уже к следующим годам мы будем готовы для того, чтобы, как и все остальные субъекты, очень правильно, очень компетентно, учитывая опыт вот этих 15 пилотных субъектов, реализовать те поручения, которые нам приходят сверху. Сама в ГИС «Моя школа» на данный момент, вы знаете, утверждена ее создание, да, оно определено постановлением правительства Российской Федерации. В ГИС «Моя школа» на данный момент предполагает таких участников, как обучающиеся родители и учителя. Как вы видите, вход предполагается через единую систему идентификации и аутентификации, то есть та учетная запись, которая есть в ЕСИА. Предполагается, что образовательная организация, то есть у нас сейчас мы заполняем такое поручение, образовательная организация, имея личные кабинеты на едином портале государственных муниципальных услуг, должны в ближайшее время прикрепить всех своих педагогов к этому личному кабинету. То есть у всех педагогов тоже должна быть подтверждена учетная запись в ЕСИА. И Министерство просвещения Российской Федерации в автоматизированном режиме уже будет выгружать в свой реестр участников образования как перечень образовательных организаций, так и перечень педагогов, которые будут участвовать в этом проекте. В дальнейшем уже образовательные организации, администраторы образовательных организаций, они будут по запросу оператора этой системы подтверждать, что да, действительно, эти педагоги действительно у нас работают и реализовывают какие-то программы. И в дальнейшем уже к этому проекту будут подключаться ученики, то есть им будут рассылаться электронные письма, будут, как вы знаете, на иных платформах, Учи.ру и так далее, создаваться классы, да, будут создаваться направления, и в дальнейшем уже будет через электронную почту, да, подключение обучающихся будет идти к этому ресурсу. Вот таким вот образом видит этот процесс Минпросвещения. Министерство цифрового развития в рамках тех селекторов, которые проходили, они видели это несколько по-другому, насколько я поняла. Вот в последнее время достигнута именно вот такая вот договоренность, что будем делать все через единый портал государственных муниципальных услуг. Уже сейчас идет этот процесс, поэтому тут, наверное, образовательные организации уже в курсе этого процесса. По моей школе я уже много говорила о том, чего мы собираемся достигнуть, но не буду останавливаться даже на этом слайде. Больше меня интересует вот этот вот слайд, который говорит о том, как это, вернее, в какие сроки все это будет проходить. Если пилотные субъекты, вот, о которых я говорила, 15 субъектов, они уже 1 сентября должны были завершить работу по подключению образовательных, по формированию, да, реестров образовательных организаций и педагогов в ЕСИА и с автоматической выгрузкой, они уже работали в некоторых подсистемах. Виталий Владимирович не даст соврать, да, то есть шла апробация контента и так далее, то мы, Республика Коми, должны будем полностью под ключ начать работу в ГИС «Моей школе» к 1 января 2023 года. Буквально на прошлой неделе мы внесли очередные изменения в постановление правительства Республики Коми о том, что наша ГИС электронное образование, она будет являться региональной системой, которая будет интегрироваться с ГИС «Моя школа».
То есть не нужно будет создавать иных систем, да, не нужно будет дублирования. Все, что вы делали в рамках сетевого города, это все будет продолжаться и будет органично вписываться в ГИС-мою школу. Далее, по перспективам развития. Очень часто задают вопросы родители, каким образом можно более наглядно, не заходя на сайт сетевого города, узнать о текущей успеваемости своего ребенка и так далее. Вы прекрасно знаете, что есть различные мобильные приложения, есть адаптивные страницы электронных журналов, но вот, учитывая, что на федеральном уровне в ГИС-моей школе предполагается предложение субъектам унифицированной формы электронного журнала, унифицированной формы электронного расписания, унифицированной формы электронного дневника, предполагается, что субъекты могут согласиться или не согласиться на то, чтобы такие электронные расписания, дневники, журналы, они заработали в каждом субъекте. И, наверное, родителям это будет в помощь, педагогам это будет в помощь. Мы будем, наверное, принимать решения только тогда, когда сами сервисы будут для нас доступны, и мы сможем их изучить, да, и предложить вашему вниманию. Ну и кроме того, тот процесс, который сейчас идет по наполнению подсистемы в ГИС-моя школа цифровой образовательный контент, он продолжается. Я так понимаю, что пока не вся линейка классов по общеобразовательной программе пока там представлена, но тем не менее этот процесс идет, и сейчас по желанию к этому ресурсу могут подключаться и профессиональные образовательные организации. Я думаю, что это те учреждения, которые реализуют программы для поступающих абитуриентов на базе 9 классов, да, 10-11 классов. Ну и к 2024 году планируется создание контента уже по программам профессионального образования, то есть, соответственно, мы будем иметь в виду подключение профессиональных образовательных организаций уже по тем специальностям, которые действительно отвечают не за общеобразовательный блок, а за профессиональное образование. Вот такой вот момент. В ГИС моя школа, наверное, я закончила. Если есть вопросы, я готова ответить. А как будут решаться эти персональные данные? Хороший очень вопрос, да, по персональным данным. Вы помните, наверное, историю, когда мы внедряли региональную систему контингент, да, формировался федеральный, вернее, реализовывался федеральный проект контингента, и вот уже недавно мы это обсуждали с коллегами неоднократно. Этот проект, даже законопроект, наверное, да, на федеральном уровне, он был один-единственный за много лет, который был отклонен президентом Российской Федерации. Именно потому, что была некая неопределенность, да, и были некие возражения против того, чтобы персональные данные в том или ином виде, в том или ином составе присутствовали в информационных системах государственного уровня, как регионального, так и федерального. Поэтому те изменения, мы прекрасно понимаем, что без согласия субъекта мы можем запрашивать персональные данные и организовывать их обработку в том случае, если данный момент учтен в федеральном законодательстве. То есть, например, в федеральном законе об образовании должно быть написано, что именно в этой системе допустима, да, обработка персональных данных, четко указано, каких именно, для каких целей. Это очень важно. Но тогда этот проект, он действительно не был завершен, именно потому что не удалось доказать, что это действительно необходимо. Хотя на федеральном уровне именно обработка персональных данных и не предполагалась. Все содержится в региональных подсистемах, да, и на федеральном уровне выходила только статистика, да, то есть только количественные показатели и значения. Но сейчас, на данный момент, вопрос юридического обоснования необходимости обработки персональных данных, а в данном случае уже идет, если мы имеем в виду ЕСИА, да, то есть мы прекрасно понимаем, что речь идет о каждом человеке и на федеральном уровне. Этот вопрос сейчас прорабатывается и на уровне Минпросвещения, и на уровне
Министерства цифрового развития. На данный момент у нас не предложений в виде какого-либо законопроекта, каких-либо положений других нормативно-правовых актов, а это именно нормативно-правовая, да, база, вот, наш адрес республики не поступает. То есть именно с юридической точки зрения у меня ответа для вас пока нет. Но как только он появится, потому что вопросы задают официальными запросами на уровень федерации, он появится, после этого, безусловно, мы сразу эти операции доведем. Мы работаем исключительно в правовом поле. И мы должны понимать, что безличная информация – это тоже персональные данные. Да? То есть этот момент тоже надо учитывать. Виктория Александровна, с приложением персональных данных, например, единое мобильное приложение, получается, что ребенок сам может регистрироваться, указав свои данные. Ну, то есть у него учетная запись в системе есть, да, то есть идет интерпретация, да, то есть визуализация того, что происходит в электронном дневнике обучающегося. Родитель, даже сейчас, вот есть же мобильное приложение, то есть, причем родитель видит ограниченную информацию, то есть у ученика информация-то гораздо больше, да, в электронном дневнике, мы это прекрасно понимаем. Вот. И здесь идет речь о мобильном приложении, то есть и родитель может через учетную запись ЕСИА подключиться, да, к этому мобильному приложению. Сейчас эта процедура достаточно сложная, то есть там нужно понимать ID, да, который есть у ученика, нужно пройти некую процедуру, да, с этим мобильным приложением, только тогда ты получишь доступ. А создание этой учетной записи проходит в школе для ребенка или сам ребенок с родителями? Учетная запись какой? Ну, ребенка. Ребенка? Я понимаю, что там Учетную запись ребенка создает школа. Школа, да, администрация. Да, при зачислении это все процедура идет. Дети у нас сейчас реализованы, они из детских садов, да, к нам поступают, мы их себе забираем, прикрепляем приказы зачисления и формируем классы. Да, то есть таким вот образом в сетевом городе это реализовано. Ну и потом уже, когда уже ребенок зачислен в конкретной организации, в конкретном классе и с конкретным расписанием, уже и обучающийся ребенок, и родители, он увидит, да, полную картину. Через веб-интерфейс или через мобильное приложение, или будет единое какое-то унифицированное мобильное приложение. Да, я слушаюсь. Можно вопрос? Вот вы говорили о том, что как бы идет, получается, подключение моей школы и госуслуги, да? А госуслуги подключается, как бы моя школа подключается к профилю госуслуг родителя или ученика, или к тому и другому? Кстати, интересно стало. Да. У каждого юридического лица есть личный кабинет на ЕСИ, да? На едином портале государственной муниципальной услуги. Он создается через единую систему идентификации и аутентификации. В этом личном кабинете присутствует сервис прикрепления работников этой образовательной организации. То есть мы его по ФИО и по СНИЛСу идентификатор находим, высылаем ему на электронную почту его, да, приглашение, он это приглашение получает, щелкает по ссылочке и прикрепляется, да, педагогу, работнику, любому работнику образовательной организации. И он прикрепился, все, он в системе. После этого в личном кабинете каждому работнику могут быть присвоены различные права доступа к разным информационным системам, в зависимости от того, где образовательная организация работает. Да? Извините. А вот приглашение родителей, оно допустимо через ЕСИО. Но приглашение обучающихся, которые до 14 лет там как будто бы, да, не присутствуют, оно осуществляется в рамках электронной почты ребенка или родителя. То есть это уже выбор, вы уже все равно с законными представителями, да, будете работать, как лучше это сделать. То есть там процесс в отношении детей, я же описываю процедуру, как нам рассказывают на селекторных совещаниях Минпросвещения. Приглашение ребенка будет осуществляться без ЕСИА через его ФИО и электронную почту. То есть единая учетная запись на портале госуслуг, она используется для образовательных организаций и для педагогов. Я думаю, что возможно для родителей. Но там прикрепляются только работники. Мне кажется, родители они тоже через электронную почту. То есть работники? Работники, да, безусловно, только работники. Да.
Потому что, прикрепляя их в образовательную организацию, у образовательной организации появляется возможность предоставить им права. Да? А права какие? Например, работать в АГИС «Моя школа». Да? То есть эта система, она тоже будет на портале государственных муниципальных услуг. Вы наверняка знаете, что есть по системам ЕГИСО, да, ну и так далее. Вы же работали наверняка с этими системами. То есть вот если есть необходимость у образовательной организации там работать, это право работать в этих федеральных системах тоже предоставляется только через единый портал государственных муниципальных услуг. Разные подсистемы, есть и социальные, ну, у разных отраслей разные программы. И все вот они работают через этот портал. Так как это ВГИС, федеральная государственная информационная система, безусловно, тоже там должны появиться, и доступ, и права работать, и тоже должны обязательно через этот портал проходить. Там на самом деле ничего сложного нет, да? То есть очень просто все делается, просто направляется приглашение, да? Просто нужно образовательной организации, чтобы было понимание, кто работает, какие у них снился, да? Чтобы можно было идентифицировать этого человека, да? По этому коду. Направляется приглашение и прикрепляется все. Это получается, к 1 января 2023 года все преподаватели, то есть все преподаватели педагоги должны подключиться к этой системе, в том числе госуслуги, да? Я говорила, что 1 января мы под ключ уже должны там работать. Сам процесс прикрепления, он должен пройти гораздо раньше. Гораздо раньше. Мы... Просто я собираюсь в школе. Да. Просто мы должны сейчас быть готовыми к тому, чтобы в любой момент мы могли подключиться. Мы разговаривали с Минпросвещения, на самом деле мы уже сейчас можем подключиться к тестовому стенду. Просто посмотреть, как это внутри организовано. Да, просто руками пощупать, интересно, неинтересно, удобно, неудобно. Посмотреть, какой цифровой образовательный контент там присутствует уже. Насколько имеются возможности, сервисы встроить в образовательный процесс, да, этот контент. Появляется подсистема «Мое образование», да, это тот проект, которым занимается Министерство цифрового развития, ну и так далее. То есть на тестовый стенд мы можем подключиться уже сейчас. Но мы пока не готовы, потому что наши педагоги еще не все прикреплены к образовательной организации. Мы сейчас будем запускать этот процесс, мы только ждем уже конкретные ключевые ориентированные по срокам задачи, когда мы, субъекты, должны это сделать. Я думаю, что этот процесс нужно до конца сентября точно завершить. А вот ВГИС «Моя школа», она включает ведь не только подключение там, ну, как бы, ну, данные ученика, учеников, она же образовательный контент тоже включает, ведь, да, по идее, там и контрольно-оценочная деятельность, обучающие программы, ресурсы, вот, да, то есть мы не подминаем ли традиционное обучение, или это на усмотрение учителя, как мы этим пользоваться будем? Мы же прекрасно понимаем, что право учителя определяет, решает, как ему организовать учебный процесс. Никто ведь не отменял учителя, Наталья Владимировна об этом сказала. Это право мое. Я могу на 2 пальцах объяснить так, что никакой контент так не расскажет, да? А могу показать изумительно, да, или продемонстрировать, или включить в процесс, или организовать проектную деятельность таким образом, что знания, умения, навыки, да, как в Zoom, они просто вот сядут и никогда не уйдут, да, из головы обучающихся. Это право учителя, да, не обязанность. Но зарегистрироваться и понимать возможности, которые государство предоставляет каждому педагогу, мы обязаны. Государство ведь старается ради нас, да? Мы должны как-то понимать, какой перечень инструментов есть в нашей работе. Получается, те сервисы, которые сейчас разрознены, в них можно будет зайти через ВГИС «Моя школа». Да, причем это так называемый, вы видели на слайде, да, верифицированный контент. Да? Тот, который заблаговременно прошел процедуру верификации, и он рекомендован Министерством просвещения для использования в работе педагога. Да? То есть очень много контента, который предлагается коммерческими организациями и так далее. Никто не говорит о том, что они плохие, но кто сказал, что они рекомендованы. Да? А это очень головная боль, и мы сталкивались с ситуациями, когда как будто бы замечательный контент используется, но мы видим, ага, вот тут вот ошибка классическая просто, да, или, допустим, такую
такой интерпретации этот материал давать нельзя. А насколько он адаптирован возрастным особенностям обучающихся, а насколько его можно использовать в групповой работе, или это только индивидуально нужно с ребенком работать. Разные абсолютно ситуации, но этот контент, безусловно, он верифицирован, то есть он рекомендован, его можно без опасений использовать в своей работе. Я, наверное, еще дополню, туда попал контент, который раньше предоставлялся школам платно, Да. и за большие деньги. Он Да. стоил действительно большие деньги, и сейчас он ушел туда, и государство действительно колоссальные ресурсы вкладывает в эту платформу. Кто использовал платный контент, и я знаю, что некоторые образовательные организации, они, стремясь повысить эффективность, да, образовательного процесса, и закупали на образовательные организации полностью комплекты и так далее. То есть, но сейчас, на данный момент, то, что есть, основные, кстати говоря, поставщики, наверное, да, этой информации, пройдя процедуру верификации, они представлены на платформе, можно бесплатно использовать это. Другое дело, что человеческий фактор бывает такой, что вот то, что дается бесплатно, думаешь, он и так есть, когда-нибудь посмотрю. Нет, надо копать, надо пытаться его просмотреть, оценить для себя, да, каждый для себя оценивает, и применять в своей работе. Ну, он как инструктор, да, получается, можно из разных сервисов создать свой урок, получается. Видео с одного взять ресурса, инфографику с другого, текст третьего. Да? Мы же не пилотный субъект, да, то есть мы его внутри не смотрели, но с точки зрения того, что нам рассказывают, да, действительно, это некая платформа, где можно взять и конструктивно встроить. Вот так. Плюс там будет еще облачное хранилище, где можно будет это все хранить, все свои материалы. Ну, у вас здесь тоже было. Конечно, конечно, и облачное хранилище, и вообще сейчас такая тенденция идет, да, ухода в облако, да, всего того, что нарабатывается, потому что мощности, да, мне кажется, любой образовательной организации не справится, да, с тем, чтобы столько материалов можно было у себя сохранить. Что, наша школа это как элемент взаимодействия, да, разных сервисов, и это не замена других сервисов, а именно помощь для педагога, для школы. Да. Спасибо большое, Александр. Ну и продолжая разговор о проверенных и качественных материалах, представляем слово Терентьевой Юлии Александровне, директору ООО «Цифровые технологии», мастер-классом по операционной системе Astra Linux Office. Это у нас Яндекс Линус. Нет, не надо, У меня тут ролик был. Я могу показать чуть попозже. Да, добрый день, коллеги. Меня зовут Терентьева Юлия, компания «Цифровые технологии». Мы с республикой уже довольно давно взаимодействуем в вопросах поставки лицензионного программного обеспечения, в том числе были централизованные поставки продуктов Microsoft, о котором вы знаете. И сейчас я хотела бы поделиться нашим видением вопросов импортозамещения программного обеспечения и рассказать о некоторых решениях, с которыми нам предстоит работать именно в условиях импортозамещения. Я сейчас говорю не просто про образовательный контент, который мы сейчас обсудили, он есть, он доступен, это все здорово, это все классно. Я сейчас говорю о тех базовых программных решениях, которые позволяют нам просто банально работать на компьютере. Это операционная система и это офисное приложение. У нас сейчас, мне кажется, у большинства пользователей компьютеров
есть представление, операционная система Windows, мы даже не задумываемся, что это операционная система Windows. Мы просто включаем компьютер, мы привычно открываем папки, работаем с документами, открываем Word, Excel, PowerPoint. И даже вот мысли, наверное, о том, вот я думаю, что год назад даже мысли о том, что перейти на какие-то другие решения, ну там за исключением таких айтишников, которые приверженцы Linux, наверное, большинство не задумывалось. И в текущей ситуации, конечно, стоит задуматься о том, чтобы переходить на российское оборудование, на российское программное обеспечение. Сейчас в школах действительно очень много компьютерной техники для образовательной деятельности, для административной деятельности, и большинство из них, конечно, на продуктах Microsoft. Насколько я знаю, даже в рамках поставок цифровой ноутбуков в цифровой образовательной среде, которые поставлялись и в прошлом году, и в этом году на уже российских операционных системах, ну, по крайней мере, там, по нашему опыту были поставки, но мы знаем, что школы покупали годовые подписки на продукты Microsoft, устанавливали и работали с привычным интерфейсом. И я думаю, что я была точна, что процентов 90-100 все-таки компьютеров работает на этих операционных системах. В апреле текущего года Microsoft приостановил деятельность на территории Российской Федерации. И печально то, что большинство школ в Российской Федерации используют именно годовые подписки, действие которых прекращается в конце этого года. Есть, конечно, и бессрочные лицензии, но если есть подписки, конечно, печально, что в конце года продлить их, к сожалению, не получится. Я вообще до конца не была уверена в том, что когда вот началась, я думаю, вы в новостях в СМИ слышали, да, как страдает IT-отрасль, там один вендор, про одного вендора говорили, он ушел с российского рынка, другой вендор, магазины там разные. Вот. Ну и я не ожидала, что Microsoft примет такое решение приостановить свою деятельность, потому что ну, мы были тоже официальным партнером Microsoft, и я сама была, да, там, мне там, безусловно, импонируют те технологии, которые они создают, и в них миссия звучала как помогать каждому человеку на Земле добиваться большего. То есть очень громкая миссия, которая охватывает весь мир, и они, в принципе, хотели свои технологии внедрять всем. Но в текущих условиях, видимо, на нашу страну это не распространяется. Сейчас они уволили практически всех сотрудников из всех российских представительств, их были сотни, осталось порядка 200 человек. Это тоже неожиданно, все в последний момент. Сейчас официально запрещено скачивание Windows 11 на территории Российской Федерации, и также не принимается оплата от российских платежных систем для продления сервисов. Но это больше для физических лиц. Лично я столкнулась, коллеги мои столкнулись, которые пользовались облачными хранилищами Microsoft, и нам приходилось документов накоплено за годы очень много, и эти документы куда-то переносить, естественно, очень сложно, поэтому приходилось продлевать эти сервисы, используя расчетные счета дружественных нам стран. То есть российские платежные системы, к сожалению, не проходились, поэтому нам Казахстан в этом помог, карта открыта в Казахстане. Вот, ну и вот уже сейчас понимаю, на пороге учебного года, что в стратегической перспективе, там, 50 лет Microsoft, это мое личное видение, да, что, скорее всего, они просто не вернутся. Какие есть варианты, что нам делать дальше? Ну, первое, это ничего не делать, это продолжать использовать то программное обеспечение, которое установлено сейчас. Оно, ну, скорее всего, прям завтра не отключится, и подписки, мы всего лишь продлевали право их использовать, да, но компьютеры в том числе они продолжали работать. В этом случае, да, не будет никаких затрат, ни временных, ни денежных, но в этом случае изменится. Это нарушение законодательства в области авторских прав, то есть нельзя использовать нелицензионное программное обеспечение, это уголовно наказуемо. Второе, это все-таки огромный риск получить ограничение либо отключение работоспособности системы. Мы не знали, что Microsoft приостановит свою коммерческую деятельность, да, поэтому мы не можем быть уверены, что завтра все-таки и компьютеры, которые работают, просто не отключатся. Как это произойдет? Вот могу привести пример. Возможно, в Республике Коми также, но
В Санкт-Петербурге школам рекомендуют просто не обновлять компьютеры, которые на Windows. Просто за счет того, что может быть загружено что-то, что может отключить систему. Вот. Ну и несоблюдение политики государства, которая, я тоже думаю, вы слышите, нацелена на импортозамещение, даже по-другому, наверное, это технологический суверенитет. Второй вариант – приобрести бессрочную лицензию Microsoft. Сейчас еще у дистрибьюторов доступны коробочные версии операционных систем и офисных приложений. Возможно, они остались на остатках еще до начала этой ситуации. Либо это все-таки завозится в Россию за счет параллельного импорта. Возможно, тоже так, потому что ставки, я смотрю, довольно большие. Из плюсов, да, здесь мы можем быстро, оперативно закупить эти операционные системы, будем находиться в правовом поле, используя постоянные бессрочные лицензии на своих компьютерах. Из минусов это огромные финансовые затраты, учитывая, что коммерческие лицензии коробочные продукты, они стоят в десятки раз дороже, чем те лицензии, которые поставлялись в рамках школьного проекта от Microsoft «Первая помощь». Но опять же, второе, это огромный риск получить ограничение либо отключение работоспособности, потому что если Microsoft, опять же, да, будет не захочет, чтобы в Российской Федерации использовали их продукты, ну, что-то может произойти. Ну и опять же несоблюдение политики государства. И третье – это импортозамещение программного обеспечения Microsoft. Из плюсов это гарантия работоспособности. Это адекватные финансовые затраты, учитывая, что российские разработчики, они тоже предоставляют специальные ценовые условия для системы образования, тоже я позже об этом скажу. И, соответственно, мы идем в ногу с политикой государства по вопросам импортозамещения. Из особенностей, обратите внимание, я даже не стала называть это минусами. Это особенности, с которыми нужно столкнуться, которые нужно принять и двигаться дальше. Необходимо выбрать оптимальное решение из реестра российских программ и при этом учесть тот момент, чтобы получить при этом необходимую техническую поддержку при установке и при дальнейшем сопровождении. В 2010 году, да, Виктория Александровна, переходили все на Linux. Знаете, даже у меня в прошлом преподавателя информатики был такой проект в компьютерном классе, у нас сразу две операционные системы, Microsoft и Linux. В тот момент Linux это был Linux. Это тот бесплатный Linux. Не юзабельное, да, решение. Понимаю. Мы говорим, абсолютно не адаптированное под обычного пользователя, когда включай и работай, да, вот. Да. То есть очень сложно было и очень серьезная проблема была в части совместимости с тем оборудованием, да, которое используется в образовательных организациях. Большая очень была проблема. Я так понимаю, что сейчас настолько Astra Linux адаптирован под потребности, в том числе образовательных организаций, что вопрос решается очень быстро. Даже если вдруг что-то идет не так, да, у тебя сейчас поддержка наша. Я сейчас расскажу. Вот, я к чему. Это было свободно распространяемое ПО. Сейчас у многих представление, что Linux это бесплатно. И вот как раз почему не получилось, я предполагаю, что вот отсутствие поддержки, отсутствие вот именно ориентированности на клиента, на пользователя, и поэтому не получилось перейти. И российские разработчики, они взяли за основу ядро Linux и разработали свою операционную систему, наложив там красивый интерфейс, там, проработав как раз вопросы совместимости. И сейчас в российском реестре, знаете, да, единый реестр российских программ, он был создан еще в 2016 году, и туда входят именно российские программы, которые можно использовать. Да, и вот не просто свободно распространяемое бесплатно, а тут вы получаете гарантию, что продукт будет работать, что вы получите сопровождение, что у вас есть возможность проконсультироваться. Вот. И когда мы анализировали рынок, вот, я еще в начале года начала этим плотным вопросом заниматься, но когда уже Microsoft заявил о том, что он уходит, и школы стали обращаться к нам, там, которые не смогли на 2022 год продлить лицензии,
А что нам делать? Естественно, нам нужно было просто промониторить вот этот рынок российских операционных систем, что предлагается, что их предлагается именно для школ. То есть какие-то операционные системы ориентированы, там, не знаю, на какие-то государственные секторы, там, более узко, кто-то на там, оборону и так далее. И тут нужно было найти именно решение, которое вот, идеально подошло бы для замены Microsoft для системы образования. И мы для себя определили, что наиболее подходящей сейчас для системы образования является Astra Linux, а из офисных приложений сейчас на рынке вообще два продукта, которые являются альтернативными решениями офисным приложениям Microsoft, это MyOffice и R7. Но, по нашему мнению, все-таки MyOffice, он является российской разработкой, он не просто решение как импортозамещение, там, копирование Microsoft, а он именно российская разработка с нуля. Они работают, создали свой продукт еще в 2013 году, когда даже не стоял вопрос именно импортозамещения, они создали безопасный продукт, полностью уже вот с таким своим интерфейсом, но опять же он, соответственно, знаком будет вам при использовании. Так, и я тогда коротко остановлюсь именно на предложении от Astra Linux. Сама операционная система, она создана группой компании Astra. Сейчас это не просто операционная система для образования, они уже глубоко проработали именно комплексное предложение для системы образования. И первое, что хочу отметить, Astra Linux занимает 73% рынка российских операционных систем, то есть не всех, а именно среди российских операционных систем. В состав дистрибутива операционной системы входит набор прикладного ПО для образования именно. Отдельно разработан отдельный репозиторий для школ, колледжей и вузов. Там есть и офисный пакет, и ПО для анимации, аудио-видеоредакторы, программы для 3D-моделирования, редакторы векторной графики, растровой графики. То есть там большой набор приложений. Я вот, кстати, здесь, конечно, перечислять не буду, но мы в тезисах к Дню сельской школы подготовили материал подробный, где прямо указано там 47 пунктов тех программ, которые туда входят, в этот репозиторий, который будет в этом дистрибутиве. Тоже важно отметить, что это сертифицированная операционная система, которая имеет сертификаты в СТЭК, ФСБ и Министерства обороны. Ну, естественно, там сертификат Министерства обороны для школы не нужны, но предоставляются специальные ценовые условия на сертифицированные СТЭК и ФСБ решения. Работает со всеми браузерами, Яндекс.Хром, Firefox, с офисными приложениями, совместимость с MyOffice. Различные мессенджеры тоже без проблем открываются, почтовые клиенты, различные утилиты. Совместимость также с образовательными веб-сервисами, с внешним образовательным ПО, поддержка различного периферийного оборудования. У них разработана программа для партнеров Ready for Astra, в рамках которой они тестируют оборудование, которое предоставляют им вендоры, как зарубежные, так и российские. Тоже очень много вопросов говорят, будет ли совместимо с электронными подписями, с криптопровайдерами. Да, работают уже с электронными подписями, системами видеоконференц-связи. Вот здесь моя школа, она включает сферу как раз, там никаких вопросов нет. Различные ПО для педагогов, системы документооборота, 1С предприятия тоже ставится без каких-либо сложностей. Мы вот на стенде тоже представили как раз ноутбук, где уже поставлены российские программы. Что еще важно для школы? Уже сейчас есть учебно-методическая литература, бумажный учебник, электронный учебник существует, есть образовательный портал Education Astra Linux, недавно заработал Wiki-портал, где есть все необходимые материалы, связанные и с работой, и с администрированием операционной системы. Разработаны уже алгоритмы и методические материалы по переходу образовательных организаций на отечественные решения. Также работа с цифровым образовательным контентом, российской электронной школой, с порталом «Моя школа». Но это все браузерные версии, поэтому сложностей, конечно, не возникает. Также разработаны программы по обучению педагогов и студентов. Есть форумы для инженеров, администраторов, телеграм-каналы для взаимодействия. Я уже
сказала о том, что для школ предоставляются специальные ценовые условия на решение. Работает также на всех основных аппаратных платформах, устройствах, обновление операционной системы порядка 2 раза в год они, и есть возможность получить техническую поддержку 24/7. Вот, таким образом, это уже такой комплекс услуг, готовое решение, которое поможет, я думаю, безболезненно перейти на решение, именно на российские решения. Вот. Так, я сейчас запущу, мне надо зайти тогда. А вот приходится зайти в почту, то еще на 365 работаю, а почта еще в офис 365. И сейчас, да, я хочу, коллеги, к сожалению, планировали с нами приехать из мой офис, но не смогли, ввиду занятости тоже на других мероприятиях, но записали короткий ролик, чтобы лично обзорно рассказать вам про те альтернативные продукты Word, Excel, PowerPoint, то, с чем можно работать. Сейчас я буквально секунду запущу. Пароль. Напомню пароль. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Горелова. Я представляю Кобзнание «Мой офис». Мы дочернее предприятие группы компании «Мой офис», и в наших задачах находится подготовка и поддержка наших пользователей при переходе на решение «Мой офис». И сегодня мы поговорим о методике использования решения «Мой офис» в школах. Что мы предлагаем? Мы знаем, что сегмент образования остро нуждается в инструментах, помогающих объединить и интегрировать различные сервисы, которые есть в регионе, в стране, в одно единое удобное пространство. Каждый связан с каждым. Инструмент просты и доступны любому участнику. Именно эти инструменты мы и предлагаем. Из чего состоит проект «Мой офис» и с чего можно начать работы по переходу на «Мой офис»? У нас есть продукт, который мы поставляем по нулевой стоимости, и он доступен любому образовательному учреждению, начиная с детского сада, общеобразовательной школы и заканчивая колледжем. Любое из этих учреждений может скачать продукт по нулевой стоимости и установить на компьютеры своей школы. При этом есть бесплатное мобильное приложение «Мой офис документы», которое также можно скачать на планшет, на смартфон. И есть интересный и очень удобный сервис «Частное облако». Мы его рассматриваем как инструмент для регионального подключения, который объединит все те устройства, которые есть у детей, у учителей в школах, в одно единое образовательное пространство. Для того, чтобы региональное облако появилось, необходимо обратиться к нашим партнерам и познакомиться со всеми его возможностями. Что важно, наши продукты «Мой офис» работают на любых устройствах и платформах. Очень много бывает школ, у которых техника закупалась в разный период времени. Это могут быть устройства на Windows операционных системах, на Linux операционных системах. Если мы говорим про работу через веб-браузер, то здесь важно поддерживать все популярные инструменты для просмотра веб-страниц. И решение «Мой офис» поддерживает работу со всеми браузерами. Также есть приложения для мобильных устройств на всех популярных операционных системах Android, iOS. То есть любое носимое устройство, если оно есть у ребенка, может быть подключено к региональному облачному пространству и помочь ему подключиться к единой среде для обмена информацией и работы с документами. Как скачать «Мой офис»?
На слайде вы видите скриншот QR-кода, который может привести вас на страничку для загрузки продукта. Простая форма. Вы заходите, заполняете эту форму, указываете свой ИНН своей школы или колледжа или детского сада, после чего указываете количество необходимых вам установок. Мы не ограничиваем количество возможностей заполнения формы и количество установок в рамках школы, поэтому вы можете легко заполнять эту форму несколько раз. Вы загрузили дистрибутив, после того, как вы его установили, на вашем рабочем месте появляется продукт «Мой офис образования». Он включает в себя приложение для работы с табличным редактором и текстовым редактором. Понятные, простые инструменты, все, что требуется на виду. Есть все элементы, которые потребуются освоить ребенку в рамках ФГОСов и позволить ему познакомиться с ключевыми навыками работы по оформлению документов. Какие документы может использовать и создавать администратор внутри МОЭФС? Абсолютно любые. Работа с текстом, с таблицей, подготовка писем, приказы, работа со слайдами, презентациями. При этом очень важно, чтобы работа была максимально комфортна и без потери функциональности. Это значит, что все форматы, которые вы использовали ранее в своем административном или учебном процессе, должны корректно работать внутри Мой офис. И мы этого достигли. Все популярные форматы документов, текста, таблиц, презентации наши редакторы открывают. Вы можете их редактировать и можете сохранять в этих форматах. Но что стоит отметить? В России включили определенные требования по тому, какие форматы должны быть использованы для межведомственного обмена. И для России есть действующий стандарт по открытому офисному документу. Да, это формат ODF. Его еще называют либровым форматом, да, потому что он открытый. И Министерство цифрового развития рекомендует создавать и сохранить документы именно в этом формате. Поэтому вы можете это тоже учитывать. И мы в своих редакторах делаем ставку на поддержку этого именно ГОСТ-формата. Подробнее можно познакомиться с нормативной документацией вот по ссылке. И на ГОСТ, его номер также вы видите на слайде, можно обращаться. Внутри продуктов Мой офис образования существует дополнительный инструмент. Мы его называем панель образования. И именно в него можно построить дополнительные образовательные сервисы, которые учитель использует на уроке ежедневно. Либо для подготовки к уроку, либо для проведения урока. Вы можете в эту панель добавить те любимые ресурсы, электронные дневники, электронные коллекции для работы с образовательными ресурсами. Добавить какие-то региональные инструменты, которыми вы часто пользуетесь. Это все можно сделать самостоятельно. Есть инструкции, мы как Центр знаний можем вам здесь тоже помогать и подключать к этой процедуре. Для того, чтобы переход на Мой офис был максимально прост и понятен, мы также разработали учебное пособие. Ориентируем его на ребят младшей школы, но видим, что интерес к книге настолько высокий, что его и колледжи забирают для своих студентов. Здесь мы говорим о основах цифровой грамотности, то есть какие приемы работы с информацией существуют, как их обработать, как использовать табличные редакторы для проведения исследовательских задач, как вообще вычисления выполнять в табличном редакторе. То есть достаточно простая и понятная книга, которую мы формировали как рабочую тетрадь, ее можно распечатать и использовать уже на уроке как раздаточный материал. 34 урока с подробными описаниями. По QR-коду вы можете скачать электронную копию книги, и она также находится внутри панели образования нашего продукта настольного, и это позволяет вам максимально легко перейти на новые продукты. Пособие мы получили одобрение от педагогических университетов, учителя нам помогали, в общем, много очень отзывов, и вы можете с ними всеми познакомиться. Самая интересная часть – это работа в облачном пространстве, в облачном сервисе. Продукт так и называется «Мой офис. Частное облако». Это уже не бесплатный продукт, который помогает продвигать наши партнеры. И здесь важно отметить, что частное облако – аналог популярных сервисов Google Docs, 365 Microsoft, поможет школе подключиться к проектной работе, мгновенный доступ к ресурсам, к хранению документов, совместные проекты учеников одномоментно. На фотографии дети, ученики 3 класса нашей школы в Республике Татарстан, которые на планшетах
в рекреационной зоне своей школы изучали как раз-таки редакторы текста при изучении и постановке театрального представления на английском языке. То есть ребята вместе с учителем с помощью планшетов готовились к сценкам. У каждого был свой сценарий, каждый выбирал свою роль, одновременно подкрашивали это все в документе разными цветами и указывали, кто какие реплики говорит. Вот такие вот креативные задачи вместе с учителем можно решать внутри продукта «Мой офис. Частное облако». С любого устройства вы можете подключиться: мобильные, телефонные, смартфонные, планшеты, ноутбуки, настольные компьютеры. То есть любое устройство поможет вам замкнуть работу в единой среде образования. При этом есть возможность дополнительно приобрести почтовое решение, в котором будет находиться и календарь, где вы можете планировать занятия, и работа над документами с задачами, поручениями и выстраиванием взаимодействия, напоминания, список задач, которые можно поделиться с учителем, с педагогическим советом. То есть все это тоже встроено внутрь платформы. Много говорила уже про мобильные приложения, они у нас бесплатные, их можно легко скачать, они доступны для любого популярного устройства. Android, iOS, есть и почтовое приложение, и есть текстовый с табличным документом, то есть так и называется «Мой офис документы» и «Мой офис почта». С помощью голосового ввода вы можете легко вводить текст, подключать мобильное устройство к корпоративному региональному облаку или работать с своими облаками, например, теми публичными, которыми вы пользуетесь. То есть мы тоже это позволяем делать, но гораздо интереснее, если у вас единая среда, и вы с разных устройств подключаетесь к одному хранилищу файлов. Создавать можно текстовые документы, голосовые комментарии делать. И вот у нас есть пример того, как можно использовать это, например, на уроке. Учитель создал вопросы, а ребенок наговорил ответ с помощью голосового комментария. Учитель проверил задание, увидел, прослушал все ответы и поставил ребенку оценку. Для этого не надо было никаких дополнительных настроек, простой инструмент, простые задачи мы можем решить таким образом. Для углубленного изучения внутри редактора «Мой офис» встроены специальные макрокоманды. То есть вы можете изучать программирование и давать детям в профильных классах, в старших классах дополнительные знания. Вы можете изучить алгоритм программирования и автоматизацию. Ребята могут помогать в школе, быть поддержкой и техническим сопровождением для учителя. Это поможет и детям втянуться в учебный процесс и разовьет их навыки для работы с уже взрослыми специалистами. То есть сделать такой внутренний helpdesk, да, службу технической поддержки силами старшеклассников. Детям это обычно очень нравится, им хочется помогать учителю, и это как раз тот инструментарий, который им это может помочь сделать. Макрокоманды, автоматизация и поддержка программных решений. Для учителя и для администратора школы есть разные полезные ресурсы, которые мы тоже предлагаем вам посмотреть. Вы можете подключиться в наш канал для учителей в Телеграме. У нас есть группа в социальной сети ВКонтакте и наш сайт. Там достаточно много уроков по работе с продуктами, с приложениями. Мы регулярно проводим обучающие лекции, знакомим вас с тем, как работать с приложением, и вместе с вами придумываем, как еще интересно можно было бы встроить мой офис в учебный процесс. Если у вас какие-то есть вопросы, вы можете их нам задать по почте или в наших социальных сетях, и мы с радостью на них ответим. Спасибо вам большое за внимание. Вот согласитесь, берет гордость все-таки за то, что у нас есть такие разработчики, которые на первый взгляд казалось, что мы можем остаться без всего, а есть решения, которые могут заменить зарубежные аналоги. И обратите внимание, очень много уделяется внимания именно технической поддержке. Вот если говорить про мой офис, они проводят очень много вебинаров различных форматов, и короткие, и длинные, и все. То есть научиться использовать продукт, там углубленно, можно, материалов очень много. А в целом интуитивно понятно, открыв просто, скачав, установив и начать им пользоваться, любой пользователь, который даже на таком среднем уровне, который использует продукты Microsoft, легко освоит. Свое личное ощущение, сама уже, вот презентацию, которую я сегодня показывала, я ее создавала на компьютере, на котором установлен Windows, в PowerPoint. Вчера вечером редактировала на компьютере, где установлен Linux, и мой офис. Открыла, отредактировала, доработала, сегодня вам презентовала. Я не почувствовала разницы.
Ну, это как раз к слову о том, почему недавно не пошло, да, когда пытались. Как давно это пошло? Мы были неконкурентоспособны с Microsoft. Microsoft была организована наличие программного обеспечения, методическая и техническая поддержка. У нас программное обеспечение вроде какое-то было, да, начинали заниматься разработкой, мы принесли удобно, но отсутствие методической и технической поддержки напросто лишало шансов образовательной организации себя внедрить, а компанию продать. Вот сейчас этот вопрос решен, минусы учтены, поэтому вперед будем заниматься этим вопросом. А на уровне государства как-то решается вот единое? Сейчас к 2023 году, я так думаю, что будет решаться вопрос в отношении органов власти однозначно, да? А в дальнейшем уже пойдет и по учреждениям государственного муниципального уровня. Да, ну, завершая свое выступление, да, хочу сказать, что мы являемся официальными партнерами группы компании Astra, новые облачные технологии. Соответственно, продажи они происходят через партнеров. Мы 15 лет уже работаем в системе образования, понимаем, наверное, там все любые сложности, особенности закупок. Также оказываем услуги по установке, интеграции. И также у нас есть своя техническая поддержка, то есть по продуктам и Astra Linux, и мой офис также готовы проконсультировать. И по совместимости очень много мы сейчас тоже уделяем внимание именно совместимости того оборудования, которое стоит в школах, интерактивные доски, там, печатная техника. Если к нам обращается школа непосредственно к нам, то мы готовы протестировать, помочь, что-то подсказать, как настроить. Вот, спасибо за внимание. Я бы напоследок хотела сказать, чтобы обратить внимание, новые поставки оборудования в рамках цифровой образовательной среды идут уже с отечественным программным обеспечением. Нужно успеть. Вот жаль, что сократили. Жаль, что сократили. Если о чем поговорить. Да. Но мы потом обратно вернемся. Да, мы пообедаем, Пообедаем, мы вернемся сейчас. Нет. Не Должна. откалибровали. А? Не откалибровали. Ладно. Итак, еще раз? Нет, не надо. Не успеем. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Зовут меня Альшанов Виталий Владимирович. С большинством из вас мы хорошо знакомы. Но сейчас я представляю Центр цифровизации образовательной деятельности университета Иннополис, который находится в городе Иннополис, Республика Татарстан. И хочу рассказать про проект, который называется «Цифровой образовательный контент». Про это слово уже звучало сегодня неоднократно. И вот данный проект реализуется как мероприятие в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики», национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Инициировано Минцифры, Минпросвещения, и задача его обеспечить все школы, дать возможность школам и учреждениям СФО получить доступ к бесплатному верифицированному контенту цифровых платформ. Что из себя представляет? Для педагогов, для учеников есть возможность, как я уже сказал, совершенно бесплатно через портал, через сайт educom.ru получить доступ. В настоящее время это 14 поставщиков образовательных ресурсов. Все известные компании, логотипы вы их видите, и я уверен, что большинство из вас используют те или иные платформы. Это всего более 1300 курсов доступно, совершенно бесплатно. Кроме этого, задача проекта не только предоставить доступ, но еще и научить эффективно пользоваться этим. И параллельно с этим, параллельно с обеспечением доступа, реализуется у нас программа по развитию цифровых компетенций педагогов. В рамках нее любой желающий педагог школы или СПО может пройти оценку цифровых компетенций. Но для чего это нужна оценка? Не для того, чтобы просто там, поставить оценку 1, 2, 3, там, насколько хорошо умеешь пользоваться, а самое главное, чтобы дать педагогу пути развития. То есть, что можно улучшить, как можно развивать. Для этого у нас курсы повышения квалификации проводятся, тоже про них я тоже сейчас скажу. Ну и поставщики
проводит очень большое количество вебинаров. Тоже цель их научить эффективно использовать те или иные образовательные ресурсы. Здесь немножко скромная цифра стоит, более 90%. На самом деле 100% к концу 2024 года задача предоставить доступ 100% школ и учреждений СПО. Проект реализуется с 1 сентября прошлого учебного года, и в настоящее время более 1,5 миллиона учеников по России работают, более 250 педагогов и более 12 тысяч школ уже работают активно с нашими ресурсами. Как я уже сказал, что 1300 курсов, это даже сложно так список просмотреть из этих курсов, на самом деле такое большое количество доступно на сегодняшний день всем желающим. Главная страница сайта на экране, попасть на нее очень просто, сайт educon.ru. И что из себя представляет каталог? То есть самих ресурсов на сайте нету, то есть это как некий каталог, агрегатор, некая точка входа или портал, через который вы входите, и дальше будете переадресованы на тот или иной сайт поставщика, который вас заинтересует. Какие преимущества есть? Для педагогов это широкий выбор разного верифицированного контента. Есть учебные материалы, которые можно использовать и в классе, и можно давать для самостоятельной работы дома для учеников. Есть ресурсы, тоже обращаю на ваше внимание, не знаю, насколько это актуально, если среди у вас педагоги этих учреждений, есть материалы для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для школьников это практикоориентированные интерактивные задания по школьным предметам, и не только по школьным предметам, но я дальше про это скажу еще. Возможность подготовки к разного уровня олимпиадам, экзаменам для малокомплектной школы, я думаю, это очень актуально. Сегодня Наталья Владимировна тоже говорила о том, что цифры чуть-чуть у села меньше по ЕГЭ. В данном случае какие варианты есть? Нанять репетитора, но где найти в сельской местности репетитора квалифицированно? Приобрести платный курс, например, тоже дистанционный, тоже вариант. А третий вариант – это просто воспользоваться данным ресурсом, где вы получите доступ к курсам, разработанным самыми лучшими преподавателями Российской Федерации. Для родителей здесь тоже я не буду все зачитывать, то есть это бесплатность, про это уже я много раз говорил, возможность отслеживания учебного прогресса, выстраивание индивидуального маршрута. Добавлю еще для органов управления образования и муниципальных, и региональных. Данная система позволяет обеспечить 3 из 5 показателей цифровой зрелости региона. То есть мы можем по этим показателям предоставлять статистику. По 2 из них это в режиме реального времени, то есть мы предоставляем доступ, вы в любое время заходите и видите статистику. По 3-му показателю по запросу мы высылаем, то есть этим тоже можно воспользоваться. Про верификацию контента тоже необходимо, важно сказать. Все материалы перед размещением они проверяются, и занимается этим Институт стратегии развития образования Российской академии образования. Прежде всего, требования на соблюдение законодательства Российской Федерации, соблюдение требований стандарта федерального государственного образовательного стандарта, и другие критерии тоже здесь указаны. Поиск по каталогу можно искать по классу, по предмету, по названию ресурса и также по универсально-тематическому классификатору, который разработан также Институтом стратегии развития, институтом, который я только что упоминал, и размещен на сайте «Единое содержание общего образования», который, я думаю, вам всем хорошо знаком, поскольку там размещены конструктор рабочих учебных программ и другие материалы, без которых вы не можете сейчас с 1 сентября нормально работать. А там все удобные инструменты, в том числе и классификатор тематический. Тоже еще раз, про это я уже сказал, что, я думаю, еще раз стоит упомянуть, это особенно актуально именно даже не для городских школ, хотя для них тоже, для сельских школ, удаленных школ, где нет возможности нанять репетитора и так далее. Это подготовка к разного уровня олимпиадам, подготовка к экзаменам ЕГЭ, и уровень материалов здесь не хуже, чем в Сыктывкаре, так скажу. Есть возможности для оценивания учебных результатов, то есть разные инструменты, сейчас не буду это останавливаться.
Вот типы материалов, которые, или темы материалов, особо можно обратить внимание тоже, это программирование, потому что если в городе там есть тоже квалифицированных преподавателей, на селе, наверное, это сложнее. Функциональная грамотность, которая актуальна сейчас 1 тоже сентября в связи с введением нового ГОС, финансовая грамотность, это олимпиадные задания, ну и так далее. Все это доступно среди тех 1300 курсов, которые 14 поставщиков, и с 1 сентября добавится еще 8 поставщиков, еще количество увеличится. Нужно пройти процедуру регистрации, не буду подробно останавливаться, потому что вы все регистрируетесь с разных сервисов, там такси и так далее, там заказ продуктов или какие-то покупки билетов и так далее. Я думаю, вы все процедуры проходили, эти регистрации неоднократно. Здесь они похожи, но немножко отличаются. А потом я индивидуально, если нужно, про это расскажу. Так, по Республике Коми статистика у нас следующая. На сегодняшний день 149 учреждений общеобразовательных школ 148, одно учреждение СКО зарегистрировано. Из зарегистрированных 30% активно используют ресурсы. Уже достаточно большая цифра по сравнению с некоторыми другими регионами. В первую очередь это начальная школа. Предметы, обращаю ваше внимание, лучшие предметы почему-то не математика, не русский язык, а программирование. То есть востребованное это направление, соответственно. И есть интерес у школьников и у педагогов. Про развитие цифровой компетенции тоже несколько слов уже сказал, еще раз дополню. Есть возможность пройти оценку компетенции. В прошлом году она проходила у нас тоже по России. Около 40 тысяч педагогов было охвачено. И результаты почти треть достаточно высокий уровень цифровой компетенции. 65% основная масса средний уровень, ну и некоторое количество есть педагогов, которым есть еще куда стремиться. Аналитику по прошлому году, полный отчет и отдельно по региону мы можем по запросу тоже выслать и в Институт развития образования, и в Министерство образования, и в муниципальные органы управления образования тоже мы эту информацию можем предоставить. Сейчас с 5 сентября стартует новый этап оценки цифровой компетенции. Занимает 60 минут, можно делать перерывы и так далее. Педагог получит комплексную оценку, сильные стороны, если есть какие-то слабые стороны, будут даны рекомендации, как можно их улучшить. Повторюсь, это сделано не для того, чтобы просто там показать, что ты хороший там пользователь, ты не очень хороший пользователь, а именно для того, чтобы дать педагогу инструментарий и направление, что стоит развивать, что можно развивать. То есть инструмент развития. Это даже больше не инструмент оценки, а именно как инструмент развития. Курсы повышения, получите сертификат для аттестации, я думаю, это будет тоже не лишним. По курсам повышения квалификации тоже стоит сказать несколько слов. В настоящее время разработаны 2 курса повышения квалификации. Один из них – цифровые образовательные ресурсы и сервисы. 72 часа, он входит в реестр федеральных программ дополнительного образования. Вы получаете документ даже установленного образца. Темы, которые он охватывает, на экране, не буду зачитывать их. И второй курс, причем курс практикоориентированный, после того, как вы пройдете этот курс, у вас на руках останется какой-то практический продукт, который вы сами разработаете, и этот продукт вы сможете дальше использовать в своей работе. То есть это не... Курс продукт, да? Еще раз? Что является качеством продукта? Курс какой-то? Нет, вы разработаете некий продукт, методическую разработку, там, конспект урока и так далее. То есть продуктовый результат будет. То есть вы не будете просто пассивно сидеть слушать, вы будете активно вовлечены в образовательный процесс, и у вас по результатам курса что-то полезное для себя останется. Вот. Второй курс, я думаю, многим, кто начинает работать сейчас с 1 сентября, тоже, что такое функциональная грамотность, наверное, у всех сейчас на слуху, и всем вам нужно сейчас это оперативно освоить. Такой курс тоже разработан, он немножко короче, 36 часов, тоже совершенно бесплатно можете зарегистрироваться. В прошлом году учебном, в марте и в июне у нас было обучено там несколько сотен педагогов, а соответственно на этот год, сентябрь, ноябрь, у нас на порядок большее количество мы планируем обучить,
И если у вас есть желание, тоже легко попасть на эти курсы, достаточно зарегистрироваться на портале educon.ru и в личном кабинете подать заявку. Что еще? Ну, про университет Иннополис долго не буду рассказывать. Это один из ведущих IT-вузов страны. Около 1000 студентов из 44 стран. Средние баллы зачисленных на первый курс вы видите на экране, достаточно высокие. Вот. И университет активно участвует в разного рода проектах, федеральных проектах, в том числе кадры для цифровой экономики. В рамках этого проекта было обучено около 40 000 специалистов по IT-специальностям, было обучено около 2000, больше 2000 школьников по IT, по программированию. Про партнерские школы это в первую очередь для лицеев, но если интересно, я потом могу рассказать, сейчас не буду тратить на это время. Последний момент. В декабре, 1-3 декабря, в университете будет проходить большое мероприятие Digital Innopolis Days, форума цифровой трансформации в образовании. И будет отдельная секция по цифровизации в школе. Я всех вас приглашаю на это мероприятие. Я думаю, там вам будет что представить на этом форуме, узнать, поделиться, познакомиться с кем-то. И последний слайд. Это наши контакты. Адрес сайта educon.ru, контактные телефоны, электронная почта. У нас есть сообщество в социальных сетях, группа ВКонтакте, Телеграм. Ну и мои контакты. Так, ну и сейчас уже не буду там разбираться, что там случилось. Я думаю, контакты есть. И вот те контакты, которые я демонстрировал, можете взять листовочки, здесь они также приведены. Все, спасибо за внимание. Раз подумайте над вопросами, которые вы зададите Дарье Владимировичу. Мы Обязательно. 13:30 мы даже не можем быть. Возвращаемся. У всех талончики есть. Талончики. Операционная система. Здесь очень сложно. Да, Жанна, давайте в столовую пойдем. А почему специальные мероприятия, которые теперь идут на английском? Хорошо, после там вообще обучение в университете на английском языке. Ну да, потому что как бы, понятно, 44 Это страны. международные. А потеряли недружественные страны сейчас? Я не вдавался в подробности, но студенты, я был сейчас на днях, там, то есть студентов с международных, с других стран, там достаточно много. Да. Другое дело, что мы не можем там какие-то транспортные проблемы. То есть он очный, да? Это очный. Нет, там Это очень доступность, там же сейчас То есть закрыто небо. Да. То есть, ну, они приезжают, но как-то обходными путями через другие страны. Да.
Я не поняла, грамоту за что дали? За что? Мне очень хорошо в этом году все сдали. За долголетний добросовестный труд я пошу, можно сказать, 20 с лишним лет, А хоть чё бы одну вы не- грамоту блин, получить. Да как будто нужно сказать. Сами это себе, да, вот напишите. за- Я сама завуч. Ну и все, а вообще Хорошо. проблем не должно быть. Хорошо. Подарили. Ну, тоже то. Как у вас язык изменился в этом году? У меня 2 базы, 2 профиля. Вы просто профиль? База 5, 2. Не даже пятерка. Одна что ли? Да. Профиль. Один 66, другой 52, средний балл 59. Мне 78. 2 балла тоже 80.
Жалко. Там же с 80 идут премии, да? Какие-то Не надо. знаю, я 89 не по математике 80. 78. 88 это потолок. Это да, они Это не потолок. дают, они не дают. Они начинают косить, потому что с 80 начинается премия хорошая. Да нет, дело не в этом. Кому премии? Учителями Так это же управление образованием. Дети никаких премий не дают за 80 баллов. Учителям. Так это уже зависит от этого, от администрации, от нашего управления образованием. Детям же никаких премий за 80 баллов не дают. За 100 баллов 50 тысяч дают. Это да. А я как слыхала, что от 80 баллов еще Ну, это премия. высокобальники дети считаются. Учителям. У меня сын 3 экзамена больше на 80 баллов сдал. Ну. Ну ничего, не знаю. Но он у меня не в нашей школе учился, А, он ну, лицей, он вот. физмат-лицей закончил. А он за сколько баллов? Ну, математику, он же у меня гуманитарий оказался. Математику, но математику профиль все равно сдавал, хотя по поступлению математика не понадобилась. Ну и никуда. 76 баллов Ну, математика заработал. Он все, что сделал, там 16 буквы А, я прям смотрела. Да Я говорю, ну я я тоже бы говорю, я тебе тоже бы 10 баллов не поставила, правильно, ты 10 баллов не поставишь. Там. Я говорю, все правильно, молодец, вообще верно направление. В самом конце вот из одной пропорции выходишь на вывод, не хватает шагов, почему из этой пропорции к этому пришел. Вот из этого не следует, надо несколько шагов. Ну, русский 85, это у меня, общество 82 и история 81. О, вообще хорошо. Физмат лицей учился языковедом. Еще и немецкий сдавал. И как? Ну, немецкий 42 балла. Ну, это уже он уже устал, 5 экзаменов сдавал. И куда в итоге? Куда? Архангельский практически выбираем. Зарубежные регионоведения. Ну, хорошо. Что там делать-то хоть? Сама не знаю. Что купил? Сколько времени? Мы 2 часа хотим ехать. Если я сейчас здесь останусь, просто. Значит, 11 класс, да? Физмат. Или 11. Понятно. У вас еще будут выступающие на площадке? Или вы не с этой площадки? С этой площадки? Будут еще Не выступать? знаю. А, будут. У нас только 3 наступило. А. Ну, еще 3-й такой. Сейчас скажу. У нас еще должны быть, да, еще человека 3, наверное. У нас еще мужчина, женщина и женщина, еще 3. Понятно. Девятый класс был 9 класс? Да, мы четверка. А? Один человек четверка. А сколько всего? 2 балла, один. Всего один 9 класс? Да, 2 балла до пятерки не хватило. А, что там грамотно получается? Один в 11, один в 9, конечно. Ну, по всем предметам я завела на тройке. А на тройке должна была до пятерки не подняла. У меня 9 тоже. С 21 можно начинать пятерки? Нет, с 22 или 23. Нет, не с 3 точно не с 3. Значит, это ну, не с 21 это точно. Значит, с 22. У меня получается, ну да, 2 балла тоже пятерки. Так, в общем, четверка, короче, четверочка. Но все остальное нужно на тройке. Девочка, не так. Я бы так сказала, вот так. Так У меня что... вот, ну, в библиотеке. Значит, поставим тройку, там Тройки? 8 человек. 2, что-то вроде. А, одна-то ладно. Не 5 же. Но у нас еще же не закончилась Татьяна Владимировна. Я же не здесь была. Я не знаю, где вы были. Здесь. Я не знаю, где вы были. Я просто, знаете, что думаю? Я думала, у вас уже закончилось, хотела запись остановить, а потом я поняла, что у вас, наверное, еще не все. Нет, не до конца работаем. 14, 10. 15 даже, по-моему. Не пойдете? Нет. 14-15 надо быть уже там. У нас только 14:10 закончится смысл идти на 5 минут, если экологическая тропа полчаса. Я уже всех предупредила, что нас не будет. Да.
Она уехала, она на другой площадке. В 10 всех. То есть в 2:05 заканчиваем и выходим. В 2:05 заканчиваем, в 2:10 нас ждут уже в спортзале. Чем быстрее идем? Да, на площадке, потом Вы можете себя не выпить, там никого еще нет. Да. Вы можете можете просто приехать погулять, мама. Я вообще на следующей неделе ну, забегали, не забегали. Ну, а вы приняли уже всех ваших увольнений? А вам сказали, кто? Нет. Я не знаю, когда должны быть диригенты, когда они не знаю. Надо тихонечко А педагоги вышли? А у Вани тоже? А, у Вани же нет. У нас не проблема достаточно. А принять Что нет новостей? Пока ничего. как говорит Наталья. А когда в прошлом году была аккредитация? Нет, она чуть попозже же была. Да, чуть попозже. Да? Можно.
Напоследок, это же было. Да, что сначала сами. Да. Послушать всех. Делающие программы. Они сейчас кстати, все. Виктория Александровна. Есть. Молодежь ушла, а ее Позвоните ей, да? Можно я еще вопрос? Мобильная сеть не поставила. Здесь не ловит. Виталий Владимирович, у меня вопрос. Вот, может быть, я просто прослушана. Вы в последний раз про курсы говорили, они платные? Бесплатные. Все бесплатные, да? И второй тогда вопрос. Вот это единый доступ к ресурсам. Ресурсы, если они бесплатные, насколько они усечены или они полноценные? Они не усечены. Я, может быть, это не сказал, почему бесплатно? Потому что все это оплачивается из средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Поэтому бесплатно ничего не бывает. Ни один поставщик бесплатно полноценные ресурсы вам не даст. То есть максимум того, что хоть демо-версию они могут вам предоставить. А платное, здесь все полное и все платное. Ой, бесплатное. Бесплатное. Оно платное, но оплаченное из средств федерального бюджета. Все понятно теперь. Еще вопросы есть? Вот оно будет интегрировано вот, в ГИС? Ну, смотрите, да, в ГИС появилась, она, в принципе, сейчас разрабатывается, и 15 регионов сейчас в пилотном режиме апробируется. Дальше с 2023 года все будут переходить, и направление в ГИС «Моя школа» задают верное, потому что во многих регионах разные информационные системы, есть там, федеральные какие-то информационные системы, все разрозненные. Сейчас тенденция все это интегрировать и объединить. И это, наверное, правильно, поскольку будет удобно, в первую очередь, педагогам, школьникам, родителям, одна точка входа. И, скорее всего, и наш портал так или иначе будет как-то интегрирован, потому что Минцифры сейчас они работают над этим тоже. И у нас сейчас апробируется уже вход через портал госуслуг, раздел моего образования и так далее. И я не уверен сейчас и не уполномочен говорить 100% что будет, потому что я сам не знаю, что будет. Но, вероятнее всего, это все будет интегрировано. Просто я думаю, что других путей просто нет. Есть ли еще вопросы? А вы как бы регистрацию в этом сервисе, как считать, сервис? Каталог. Да, каталоги, она как бы добровольная или она обязательная? Ну, про обязательность я не слышал никогда. То есть это, конечно, добровольно. То есть мы предоставляем доступ, и каждая школа может получить доступ. Но другое дело, что с точки зрения административной, то есть ставится и в самой программе это написано, что до конца 2024 года нужно обеспечить доступ 100% школ.
И администрация, региональная, муниципальная. То есть я противник всего вот этого обязательного, потому что очень много педагогов, которые есть. Я сам 20 лет назад, когда пришел работать в школу, почему сейчас я этим тоже занимаюсь, вот, и пришел в сыктывкарскую школу учителем информатики, и там была вот такая коробочка запечатанная, я ее распечатал, и там было 20 или 25 компакт-дисков. Потом там был листочек, и написано было: поставка осуществлена в рамках развития единой информационно-образовательной среды, такая целевая программа 2001-2005. Это была самая первая поставка электронно-образовательных ресурсов, возможно, кто-то помнит. После этого были другие федеральные проекты, там и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, и федеральный центр информационных образовательных ресурсов, так называемый. То есть много всего было, и вот, на мой взгляд, вот этот проект сейчас вобрал все самое лучшее, что было в предыдущих проектах, и совершенно бесплатно это доступно. Поэтому про обязательность я бы не стал говорить, все-таки это большая помощь педагогам. Особенно вот в малокомплектных школах, мы сейчас только что вот с коллегами из КРИРО обсуждали тоже, что они по инклюзии ищут материалы. Здесь у нас есть материалы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, если вот тоже родители где-то хотят, чтобы ребенок двигался в IT-направление, можно ли здесь найти или сдавал экзамен, например, по какому-то предмету школьному под репетитора, можно ли в часово найти опытного репетитора? Есть ли здесь представители, ну или давайте не в Часово, а в Сыктывдинском районе, есть ли у вас такие опытные педагоги? Если в одном населенном пункте есть, в одном по есть, да. определенному предмету, а в другом по этому предмету уже может. А район большой, да, соответственно, и, то есть не у всех есть возможность доступа. В данном случае проект решает эту проблему, то есть у всех равный доступ получается, у всех бесплатный доступ, то есть и неважно, семья обеспеченная, которая может себе позволить там нанять репетитора или приобрести курс, или не так обеспеченная, у которых нет возможности. То же самое и школы есть хорошо. Школы с хорошим бюджетом, как правило, те, у которых много учеников, есть маленькие школы, у которых бюджет поскромнее, соответственно. В данном случае эти все проблемы решаются. То есть у всех одинаковый бесплатный доступ полноценный. А там все программы бесплатные или бесплатные? Там все бесплатно. Все, что в каталоге, там все полностью бесплатно, потому что все это оплачено за счет средств федерального бюджета. А там надо как-то подтверждать школу, да? Да, я не стал, потому что время мало на этом останавливаться, хотя обычно вот при других выступлениях мы подробно рассказываем. Педагог регистрируется на этом сайте, и для того, чтобы начать работу, директор школы должен подтвердить этого педагога. То же самое школьники. Школьники до 14 лет, их регистрируют родители, а совершеннолетние школьники, они могут регистрироваться сами. Соответственно, и педагог подтверждает школьника дальше. А для того, чтобы все это было возможно, школа также должна быть зарегистрирована. На бланке, который размещен у нас на сайте, школа подает заявку, мы на официальный адрес электронной почты высылаем логин и пароль. Дальше там директор заходит, там проходит небольшую подтверждение процедуру, и дальше он может подтверждать педагогов и начать работу. Еще одна особенность такая, может быть, кому-то кажется не очень удобным, после того, как вы зарегистрировались непосредственно на самом каталоге, и когда вы переходите к тому или иному поставщику, повторюсь, там в каталоге самих ресурсов нет. То есть все ресурсы представлены на сайтах поставщиков. То есть наш сайт просто как некая точка входа, как портал, через который вы попадаете к другим поставщикам. Вот там требуется регистрация на сайте поставщиков тоже. Возможно, вы работали с каким-то уже поставщиком, и у вас уже есть учетная запись, когда вы просто ее вводите, и они между собой автоматически связываются. Если вы не работали, то вы также там, регистрируетесь, один раз заходите, и потом все это связка уже дальше работает. И что-то еще хотел сказать про регистрацию. Ну и также в ближайшее время будет авторизация через портал госуслуг, через ЕСИА. Соответственно, там будет еще проще. То есть ваш каталог, он является агрегатором? Агрегатором, все правильно, да. То есть он аккумулирует на себе более 1300 курсов, это 14 поставщиков, и, как я уже говорил, с 1 сентября еще 8 поставщиков ожидается. Другое дело, что да, действительно много вопросов возникает в связи с введением моей школы, и там цифровой контент. Вот, но здесь уже можно посмотреть, то есть все ресурсы доступны 100%. Моя школа — это ближайшее будущее, пока еще
туда зайти, пока мы только презентации видели. Вот. Я сейчас в других регионах также выступал, и там одновременно с представителями разработчиков моей школы мы тоже общались. Вот пока, то есть это все равно процесс разработки займет какое-то время. Но они потом будут дублировать, я перебила, простите. А я не уверен, что они будут дублировать, потому что и то, наверное, будет нецелесообразно. То есть они, скорее всего, как-то будут между собой интегрированы. Другое дело, пока детали узнаем это в скором будущем. Пока это знают, может быть, только министр цифрового развития и министр просвещения. Может быть, они только знают пока, а остальные пока никто не знает. Значит, у меня такой вопрос. Потому что, в принципе, моя школа, она еще как бы только запускается, а ваш сервис работает. Получается то, что как бы программы, которые работают в нашей каталоге, они, в принципе, никак не соответствуют программе, вообще федеральной программе образования. То есть там как бы, то есть это просто программы, которые, как бы, на ваш взгляд, как бы необходимы школьникам. Смотрите, я уже сказал, что про верификацию, во-первых, весь контент он верифицирован, там, то есть речь о том, что он не соответствует школе, быть не может. И еще один момент. Сейчас, в ближайшее время, выйдет приказ Министерства просвещения об утверждении перечня электронных, федеральный перечень электронных образовательных ресурсов. Так же, как и федеральный перечень учебников есть, знаете, вот так же будет и с электронными ресурсами. Он сейчас находится на согласовании в Минюсте. Вот. И, соответственно, будет перечень, который уже вошел в перечень ресурсов, ну там, наверное, какое-то ограниченное количество будет. И что делать с остальными? Можно ли использовать остальные ресурсы? Интересный пример. Я не уверен, что туда войдут в этот перечень курсы по подготовке, например, к ЕГЭ. Они очень востребованы. Курсы по подготовке к олимпиадам и так далее. Они тоже очень востребованы. Как быть? А как вы со школьными учебниками? Вот у вас есть школьные учебники, есть пособия. Используете вы какие-то дополнительные пособия? Используйте точно так же и здесь. То есть их никто не запрещает использовать. Другое дело, что вы их можете использовать как дополнительные материалы, как в рамках внеурочной деятельности и так далее. То есть это никто не запрещает. То есть в целом вот этот каталог, он является просто как дополнительный материал, не основным, а дополнительным материалом. Там есть и основные материалы, то есть там по школьным предметам тоже есть, и большое количество дополнительных материалов. Еще какие-то вопросы? Ну, большое спасибо за вопросы. Я единственное, что последний слайд там со своими контактами, почему-то возникла сложность. Но я думаю, так, давайте сделаем я вот так. Я просто на экране сейчас в Word свои контакты. Откройте презентацию. Так, презентацию. Вот, все открылось нормально. Не знаю, почему в прошлый раз открылось. Мои контакты, то есть если у вас какие-то вопросы есть, в любое время можете обращаться. Большое спасибо за внимание, за вопросы. Спасибо. У нас информационно-коммуникационные технологии очень хорошо влились в конструирование и робототехнику, да? И давайте послушаем опыт Федосеевой Ольги Витальевны, учителя начальных классов основной общеобразовательной школы Силания Ордина, Актионский район, как она использует именно элементы конструирования. Где? На рабочем столе. Кратко представлю свой опыт работы по программе робототехника, по которой я работаю в начальных классах. Эта программа у меня реализуется за 2 года во 2 и 3 классе, со 2 по 3 класс. Она ориентирована на развитие технических творческих способностей и познавательного интереса, и также ознакомление с основными принципами, приемами современной конструкторской деятельности. За основу этой программы взята программа «Перворобот Лего Веду», Лего Education Веду и Лего Веду 2. У нас в школе
два конструктора. Это Lego Vidu перворобот и Lego Vidu 2, побольше который. Актуальность данной программы состоит в том, что занятия по робототехнике способствуют развитию коммуникативных способностей обучающихся, развивают навыки взаимодействия, самостоятельности, принятия решений, раскрывают их творческие способности, потенциал учащихся. Обучающиеся лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают. При проведении занятий на робототехнике этот факт не просто учитывается, но и реально используется на каждом занятии. Форм внеклассной работы вы знаете, что очень много, да? Но одной из них является в нашей школе, это предметная неделя. По всем предметам, которые преподаются у нас в школе, проводятся предметные недели в различное время года. В рамках недели, так как я еще и, кроме того, как учитель начальных классов, я еще преподаю технологию старших классов, девочек. В рамках этой недели я провожу соревнования между учащимися и учителями на лего-конструкторах. Также и на лего-конструкторах мы проводим соревнования, когда у нас дни открытых дверей между родителями и учащимися. Вот это им очень нравится. Ребятам очень нравится показать своим родителям, что они уже умеют и что они могут перебороть при конструировании своих родителей. Также свой опыт по этой программе я представила на районе, это в внеклассном занятии. На районном конкурсе «Сердце отдаю детям». Занятие это к 100-летию Республики Коми, птица в символах Республики Коми. Цель этого занятия была создание условий для формирования навыка работы с конструктором Lego Vidu, связать также возможности конструирования и воспитательные задачи. Не просто конструировать, но что-то еще решать воспитательное. На этапе мотивации мы с ребятами отправились Вначале мы должны были отгадать ребус, что у нас сегодня, какая тема будет на занятии, и нужно было отгадать ребус. Да? Вы, наверное, уже отгадали, это Родина, да? Так, Родина. Что же далее, посмотрите, пожалуйста, Родина у нас, конечно же, малая Родина, это наш район, Кировский район, и наше село, и небольшие фотографии, которые есть в нашем районе. Да? Также далее я предложила ребятам познакомиться с государственной символикой Республики Коми и района и создать одного из животных, которые часто встречаются на гербах Республики Коми, на конструкторе Lego Vidu. Вот мы поговорили, что у нас есть глава Республики Коми, да, кто он такой, мы также вспомнили с ребятами. И символы нашей республики. Проводилась игра, которая называется «Назови и расскажи», цель которой познакомить с гербами разных районов республики, где имеется изображение птиц, развивать познавательный интерес. У нас, значит, на экране у нас есть, да, символы Республики Коми, и мы еще знакомились с ребятами с гербами различных районов нашей республики. Мы сами выбирали какой-то герб, да, и могли рассказать еще и значение, что там изображено. Вот конкретнее мы останавливались вот на этом, да, гербе, вот, например, что такое. Утка, что символизирует золото, желтый цвет, да, зеленый, перья, крылья утки, что это такое. Более конкретно мы над этим работали и рассматривали. Далее, значит, переходили к практической работе, на которой мы уже, обучающиеся, начинали с напоминания с некоторых правил,
Работаем дружно, смотрим на инструкции в экране. Я уже сюда не представила, но мы работали по программе. С этими роботами идут еще и программы свои, да, и по этой программе мы выполняли с ребятами и уже строили конструкцию этой птицы. Создание танцующих птиц на конструкторе. Несколько фотографий, которые я представила со своего кружка. Ребятам очень нравится работать на этом кружке, на этих занятиях. Вот это птицы, которые танцуют, которые они делают. Да? Итог. У всех, конечно же, все получилось. И мы еще в конце, в итоге этого занятия, еще раз вспомнили государственные символы Республики Коми. Спросила как бы у детей, да, что означает каждый герб. Почему именно герб так изображен? Цель занятия была достигнута. Ребята имели возможность показать свои знания, отработать навыки конструирования. Такие формы работы приветствуются учащимся, способствуют сплоченности коллектива и воспитанию патриотизма именно на этом занятии. По роботам, которым мы работаем, Лего Виду 2 и перворобот Лего Виду, я уже вам сказала, да? Быстро не видно. То есть программное обеспечение, они идут вместе с конструкторами? Да, конструкторами. Нет, да, на одном конструкторе у нас уже пришло, диск был тогда, да, который мы второй конструктор приобретали. Тогда уже диска не было, надо было самим скачивать эти программные обеспечения. Это же получается, она же импортная, да? Или нет? Да, да. Сейчас уже, да, уже не, по-моему, уже сняты с производства, да, да. Угу. Но как бы не только мы занимаемся вот конструированием именно на этих роботах, конструкторах, но еще и они работают, мы часто и все время участвуем в уроке цифры с ребятами. Час хода, там им очень нравится тоже программировать. Там тоже в рамках этих проектов они уроки есть по программированию? Да, есть, там можно тоже работать. В игровой форме, они интересно очень. Сейчас даже вышла какая-то программа на, по-моему, урок цифры, предложили, там сейчас недавно было предложение, какое-то можно в школе тоже проводить в форме кружка или внеклассного занятия, есть там и программа, и обучение бесплатное педагогов, обучиться и тоже проводить эти занятия. Можно я не знаю, в чем суть данного, как это называется? Конструирование. Конструирование? Что именно там делают дети? Дети что делают? Да. Строят, конструируют, конечно же. Они программу пишут или программу они сами пишут, сами да. пишут, да. Программа есть, они потом они по образцу программы, есть там, вот я не включила сюда, программа есть, они уже по этой программе составляют там блоки по этой готовой программе, они сами поднимают эти блоки и строят. Также вот там дано у нас, значит, 12 перворобот, это ввиду, даны 12 проектов, которые они строят в течение года во втором классе у меня. А потом уже по истечению этого процесса, то есть они уже построили, некоторые же дети быстро этим занимаются, делают и как бы успевают, и они потом сами уже придумывают, они могут эту программу изменять, эти блоки переставлять. И в итоге у них уже получаются другие конструкции. Они могут придумать из этих же лего деталей, они уже другие придумывают, сами свои проекты строят. И потом защищают. Им очень нравится, они там целые детские площадки делают. Это из серии Майнкрафт, да? Да, похоже, да. Очень нравится им вот именно самим создавать свое.
Спасибо большое. У нас остается всего 5 минут. Представим слово Надежде Павловне. Ну, я думаю, что Америку не открою, но таким цифровым образовательным ресурсом я пользуюсь, поделюсь об этом сегодня. Говорите? Давайте, да. Давайте я первую часть пропущу, поскольку мало. Итак, давайте сами. Бердашов писал: деятельность – это единственный путь к знанию. Но какая деятельность? Рука современного ребенка за 1 минуту отправляет множество СМС-сообщений. С азартом двигает, передвигает объекты на планшете. В это время активны его ум, слух, зрение и руки. А так ли активен ребенок на современном школьном уроке? Я поставила перед собой цель, задачу разработать и найти такие обучающие средства и педагогические технологии, которые обеспечат реальный, а не просто формальный деятельностный подход в обучении. По мнению многих специалистов, новые информационные технологии на основе компьютерных средств позволяют на 20-30% эффективнее провести занятия, соответственно, повысить качество обучения. На сегодняшний день существует множество разнообразных методов оценки знаний, однако в настоящее время в условиях сдачи выпускных экзаменов в форме ОГЭ, сдачи ВПР и итоговых контрольных работ в рамках промежуточной аттестации, где большинство заданий представлены в виде тестирования, то поэтому очень важно уже в начальной школе работать с такими видами заданий. С уверенностью могу сказать, что в практике каждого учителя есть тестирование на уроке. Тестирование можно проводить в любом учебном курсе на разных типах уроков, например, на уроках открытия знаний, на уроке систематизации знаний, а также на уроках развивающего контроля. Основное назначение этой работы в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. В связи с этим первые шаги в компьютерной грамотности мы начали с программы тестирования знаний IRON. IRON – это бесплатная программа, позволяющая создавать тесты для проверки знаний и проводить тестирование в локальной сети через интернет или на одиночных компьютерах. Огромным преимуществом программы IRON является то, что нет навязчивой рекламы, которая отвлекает ребенка от прохождения теста. Среди недостатков же можно отметить бедный дизайн, но скрасить можно, вставив вопросы теста или варианты ответов в рисунки. Итак, что же включает в себя данная программа и как с ней работать? Как уже было сказано, что IRON – это редактор тестов. Подробную инструкцию о том, как создавать тесты на этой программе, можно увидеть на самом сайте при установке программы. В IRON тесты могут включать в себя задания различных типов с выбором одного варианта ответа, с выбором нескольких вариантов ответа, с вводом ответа, на установление соответствия, на упорядочение и на классификацию. К примеру, на этапе актуализации знаний с целью проверки знаний по прошлой теме можно провести тест, где ученику дается 4 вопроса, на его выполнение дается несколько минут. Вопросы могут быть с выбором нескольких верных ответов. Также тестирование можно провести и на заключительном этапе урока в качестве закрепления пройденной темы. В конце урока этот тест тоже может быть разным выбором ответов, с выбором одного ответа. Но ученик видит варианты ответов не в том порядке, в котором учитель вводил. Программа автоматически их перемешивает по-разному для каждого ученика, чтобы уменьшить вероятность вписывания. Схема оценивания вопросов с выбором одного верного ответа предельно проста. Результат может быть либо 1 балл отмечен верный ответ, либо 0 баллов отмечен ошибочкой. Если вопрос с выбором нескольких верных ответов и ученик из 3 или из 2 правильных ответов выбрал только 1 верный, тогда, чтобы у ученика не было 0 баллов, учителю можно включить режим мягкого оценивания, где учитываются частично верные ответы. На уроке окружающего мира после каждого раздела есть проверочная работа в виде теста. И вот на таких уроках
на таких уроках, как уроках развивающего контроля, тесты могут состоять из 10-15 вопросов. Соответственно, время на его выполнение тоже увеличивается. И тест такой может содержать разнообразные виды вопросов. Например, вопрос с вводом ответа, где ребенок в строчку ответ может записать это слово или число или словосочетание. Вопросы на установление соответствия. В этих заданиях должен правильно составить, используя предложенные варианты. И результат 100%, если все задания выполнены, и при включении мягкого оценивания будут учитываться и частично верные ответы. Вопросы на упорядочение. Задача ученика расположить предложенные элементы в правильном порядке, передвигая их мышкой на нужные места, например, из правого столбика в левый, и получается цепь питания. Вопросы на классификацию. Задания такого типа тестировым выдается сюда. Ага. И после таких тестов, конечно же, идет результат, самопроверка. При сетевом тестировании учитель видит на своем компьютере подробные сведения об успехах каждого ученика. По окончании работы эти данные сохраняются в архиве, где их в дальнейшем можно просматривать и анализировать. Таким образом, тестирование в компьютерной форме исключает возможность ошибки учителя при проверке тестовых заданий, сводит к нулю время, необходимое на проверку, устраняет необходимость раздачи и сбора тестового материала на бумажных носителях. У учителя и ученика складывается четкая картина того, насколько усвоен новый материал. Такая система ведения уроков в мобильном классе, при которой ученик знает об обязательности немедленного контроля, дополнительно стимулирует ученика внимательно следить за объяснением учителя. И вспоминая слова Бернарда Шоу, деятельность – это единственный путь к знанию, эта деятельность должна быть организована. Эта деятельность должна быть разной, интересной, организованной мной как учителем так, чтобы каждый ученик был успешен в этой деятельности. Спасибо за внимание. Спасибо большое всем за площадку. А можно по завершению задать? Знаете, у нас все-таки наименование площадки «Гид моей школы». И понятное дело, что пока мы не в этой системе, мы только готовимся усиленно, да, много делаем на региональном уровне, но вы еще не там. И вот есть такое предложение, что в следующем году тоже ведь будет день сельской школы. Да? Наверное, мы все встретимся в другом просто месте. Мы сегодня поймем, да, где мы встретимся, я понимаю. Сейчас на завершении, да, мероприятия. Есть предложение уже рассматривать цифровой образовательный контент, систему измерительных материалов, возможности, сервисы моей школы, там, мои документы и так далее, уже то, что мы опробируем, успеем опробировать именно в федеральном вот этом ресурсе. Да? И тогда, мне кажется, будет интересно обмен мнениями, да? У кого что получилось, а кто что порекомендует, а кто что-то, может быть, и не сможет нам посоветовать. Договорились? Хорошая, да, так, приглашаем всех. Спасибо. Татьяна, вам отдельное спасибо. Безопасности.